Год исторической памяти – важное событие в жизни белорусского народа. Люди должны знать, помнить историю своей страны и гордиться ею. Прошло уже более 77 лет с времен Великой Отечественной войны. Очевидцев тех событий становится все меньше, и перед моим поколением возникает задача сохранить память о подвигах предков. Посещая экскурсии по памятным местам Великой Отечественной войны, молодежь узнает ее подробности, подвиги людей, которые пролили кровь, дабы предотвратить захват и угнетение вражескими войсками своей родины. Скольким было присвоено звание Героя Советского Союза, а сколько тех, про чьи подвиги мы мало знаем, ведь в войне принимали участие не только солдаты, но и простые люди, объединившиеся в партизанские отряды, среди которых были и дети. «Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой!» Такой клич прокатился по всей стране. Фашистская Германия вероломно вторглась на территорию нашей страны. Первый удар приняла на себя Брестская крепость, которую можно назвать настоящим героем Великой Отечественной войны. И звучит бессмертной песней над землей мирный рассвет. Для героев Бреста смерти нет. Много памятников в Беларуси посвящено сожженным деревням. Это было страшное время, когда захватчики заживо сжигали людей в их домах. Каждый боялся, что в этот раз уничтожению подвергнется и их деревня. Алла. В глазах огонь, и стон, и крик. Мемориальный комплекс Алла появился на месте уничтоженной фашистами в 1944 году деревни. 14 января здесь сожгли и расстреляли 1758 человек, из них 950 детей. Ступая по этой земле, нельзя не испытать то чувство, которое испытали люди, заживо сжигаемые в закрытом помещении. Нельзя остаться равнодушным. Мне вновь мерещится под старый Новый год, как мечется Алла в огне и дыме. Почти 2000 безвинных земляков фашисты в этот день сожгли живыми. А лишь от одного упоминания концентрационных лагерей меня бросает в дрожь. В них погибло много людей, включая и детей. Красный берег был одним из крупнейших детских донорских концлагерей. У детей собирали кровь, и в большинстве случаев всю за раз. А детской кровью красным стал тот берег с 8 и до 14 лет. Там донорами дети становились, невольными, бесправными совсем. Мемориальный комплекс «Багратион». Мемориал, созданный в честь одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества. Благодаря мероприятиям была освобождена территория Беларуси. И час настал, пришел закон той операции великой, а имя ей – Багратион, и враг в капкане, он безликий. Когда я посещаю этот мемориальный комплекс, ноги меня ведут в маленькую деревушку неподалеку. Там похоронен мой прадедушка, который с войны вернулся инвалидом и был награжден орденом Отечественной войны первой степени и имеет много медалей. Имя моего прадедушки также увековечено в галерее «Дорога памяти», которая располагается на территории военно-патриотического парка «Патриот» около Москвы. Я знаю о прадедушке в основном из рассказов бабушки. Он ушел из жизни задолго до моего рождения. Я, конечно, не знаю, как он выглядел, но его присутствие в моей жизни я ощущаю постоянно. Мои родители часто мне показывают старые фотографии из семейного альбома и рассказывают о нем. Я горжусь своим прадедом и постараюсь не подвести его, прожить достойную, честную жизнь.